7 декабря в Горной Ингушетии откроется второй уникальный музей под открытым небом, созданный командой школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Целый год упорного труда позволил воплотить этот проект в жизнь. В октябре был открыт первый музей, где были представлены 500 различных артефактов, обнаруженных в Нижнем Пуе. Такая информация появилась в телеграм-канале главы Ингушетии. Новый музей, расположившийся в еще одной отреставрированной башне Нижнего Пуя, откроет удивительный мир средневекового быта ингушей. Каждая деталь интерьера будет воссоздана с предельной точностью, чтобы посетители могли окунуться в атмосферу прошлых столетий. Они увидят, как выглядели жилища, какие предметы использовались в повседневной жизни, как обустраивались внутренние и внешние лестницы башен. Традиционный интерьер будет украшен аутентичными предметами – коврами ручной работы, щитами, кинжалами, кувшинами и многим другим. Музей даст возможность не только увидеть, но и понять философию жизни нашего народа, и он будет постоянно пополняться новыми находками. Выражаю особую признательность команде «Наследие» и лично Рамзану Султыгову за преданность делу и огромный труд за столь короткий срок. За год работы школа каменщиков-реставраторов уже выпустила 2 потока учеников, по 12 человек в каждом. И сейчас обучается 3-й. Такой интенсивный рост школы – показатель ее успешности. В связи с высоким интересом к школе и желанием обучаться этому важному ремеслу, инвестор проекта, основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев принял решение увеличить число учеников в следующем году до 24 человек. Это позволит республике готовить еще больше собственных специалистов, способных продолжить лучшие традиции зодчества Ингушетии, без привлечения внешних экспертов. Это бесценный вклад в сохранение уникальной самобытности региона. Непрерывные усилия команды «Наследие» в реставрации и научном исследовании вносят неоценимый вклад в изучение истории нашего народа. Благодарю Микаила Сафарбековича за веру в наших специалистов и поддержку таких значимых проектов для Ингушетии.